Давайте раскройте секрет вот всей нашей аудитории. Вообще- Булат, Диля, брат, сестра, как вообще живете? Нет, у нас на самом деле очень... Отдельно живем, отдельно. Ну это я знаю, отдельные две семьи даже, я так знаю. У нас, мне кажется, вообще идеальный тандем. У нас все распределено. Мы уже вот несколько лет работаем с Булатом. Кстати, у нас в этом году юбилей. 10 лет совместной, А я и не скидывался, извините. совместной работы. В 2012 году. Да, которую мы вот в апреле месяце очень хорошо отметили. Исян мессез дуслар. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях замечательный дуэт татарской эстрады брат и сестра Булат и Диля Нигматуллинар. Исян мессез, здравствуйте. Салям, Приветствую, Руслан. Булат. Давно не виделись. Булат и Диля Нигматуллины. Популярный дуэт брата и сестры на татарской эстраде. Булат Нигматуллин родился в Парангинском районе Республики Мариэл. Булат окончил экономический факультет Марийского государственного университета по специальности бухучет и аудит. Параллельно занимался музыкой, участвовал в различных конкурсах, ездил с ансамблем Акжилькеннер на гастроли. Первый альбом восходящей звезды татарской эстрады Булата Нигматуллина вышел в 2004 году. Булата можно увидеть и услышать в дуэте со своей младшей сестрой Дилей Нигматуллиной, известной певицей, звездой татарской эстрады, обладательницей 4 золотых барсов фестиваля «Татар-Жера». Диля Нигматуллина родилась в деревне Алашайка Парангинского района Республики Мариэл. В 2004 году окончила вокальное отделение Казанского университета культуры и искусств. За время учебы неоднократно становилась лауреатом и дипломантом различных вокальных конкурсов. Первую свою статуэтку «Алтын Барс» Диля Нигматуллина получила в 2004 году на фестивале «Татар-Жера-2003», где она исполнила песню «Парлолар Кеняше». Популярные артисты татарской эстрады Булат и Диля Нигматуллины уже 10 лет радуют своим творчеством любителей музыки. И это событие в этом году они отметили грандиозной двухдневной шоу-программой. Я уже 3 дня не ел, поэтому очень хочу что-то попробовать новое, оригинальное. Что будем готовить? Сегодня мы будем готовить, значит, элеш с бульоном. Это, кстати, популярное Да. достаточно блюдо татарское. Да. И на десерт у нас сегодня будет болам белиши. Отлично, отлично. Сразу я предлагаю приступить к бульону. Булат, под твоим чутким руководством я отправляю курицу. Да, бисмилляйтер. Кстати, я предлагаю вкусно, сразу вкусно, добавить туда кусочек лука, Да. ну в данном случае целый, и закроем пока нашу Давай, курочку. пусть пока варится. Да, до полного приготовления. И чем мы сейчас? И что мы Займемся? начнем, значит, делать уже начинку для нашего элеша. Для элеша, для начинки мне понадобится картошка. Я Лук. все приготовил. У вас все уже приготовлено. Да, картошку я предлагаю доверить своему брату. Да, давай. А лук Лук, это для меня. да. Вы пока... и мясо. Мясо. Да, Куриные мясо, грудки мы куриные используем. грудки. Так, куриные грудки у нас тоже есть. Так, Самое вы- главное, это тесто, мне кажется, нет, Валеша? Ну да. Вы, поскольку мясо, на кухне не бывает, как говорится, двух хозяев, хозяйки. Тем более 3. Да, я буду тут командиром, а вы подмастерье. Хорошо. Ну, в общем, пока вы будете делать начинку, а я займусь тестом. Договорились. Итак, приступим. Булат, соберись. Так. Для Леши тесто делается пресное. Для пресного теста мне понадобится сметана, Да, сметана есть, сливочное масло, сливочное масло, вода, вода. соль, сахар. Все есть. Да. Осталось только все это готовить. Булат, почему Да, не и работает? мука, Булат, конечно посмотри, же, пожалуйста. Что мне делать? Вы скажите, как резать? Так, мука. Кубиками, мне кажется. Надо Поехали? резать, Булат, надо резать. У нас лишь такие маленькие будут. Я вот сама лично очень аккуратно, маленькие люблю, поэтому начинку тоже помельче, хорошо? Хорошо. Так, и лук я тоже режу Так. мелко-мелко. А, кстати, Диля, скажи, вот все-таки, чем отличается вот элеш от балеша? Ну, беляш это большой беляш, который делают огромный такой в деревнях. А элеш, они такие маленькие, порционные. А как раз от этого слова в переводе означает каждому Свой кусочек. Свой элеш. Да. Так, мне еще надо ложечку. Ложечку. Я все приготовил. Вот какой ты молодец. Но ты самое главное проверяй, не забывай, Булат там Но я нормально смотрю, справляется или нет.
Я-то за меня, может, не переживать, у меня А у тебя загорание, опыт уже опыт большой, большой, да. Давайте раскройте сейчас. секрет вот всей нашей аудитории. Вообще- Булат, Диля, брат, сестра, как вообще живете? Нет, у нас на самом деле очень... Отдельно живем, отдельно. Ну это я знаю, отдельные две семьи даже, я так знаю. У нас, мне кажется, вообще идеальный тандем. У нас все распределено. Мы уже вот несколько лет работаем с Булатом. Кстати, у нас в этом году юбилей. 10 лет А совместной, я и не скидывался, извините. совместной работы. В 2012 году? Да, которую мы вот в апреле месяце очень хорошо отметили. У меня... Концертом. Да, моему ребенку месяца даже еще не было. И вы уже делали концерт, Да. посвященный вашему юбилею. Да, да, вот такие. Ну а сколько песен вот у вас дуэт? Три мало. Дуэтных Честно говоря, я даже не считала. 4 минимум. Вот Нет, смотри, Булат как есть. старший брат все знает. Самая популярная, конечно, одна из была, это специально для нас написанная песня, специально для брата и сестры. Так получилось, что я выхожу из зала концертного «Уникс», и мне навстречу попалась Лейля Даулятова, Да, автор вот этой песни, да, поэтесса. Она мне говорит: слушай, Булат, я так думаю, говорит, надо для вас песню написать про брата и сестру. У вас же говорит, никого нет, вы же единственный, говорит, это говорит, надо обязательно. И через недельку так она звонит мне, я, говорит, написала. Стихи. Стихи. Так, А музыку кто написал? Да, музыку, говорит, найдешь, ну, там, сам поищи там. всё. Ну, я, соответственно, сразу обратился. просто в этот период Булат очень плотно работал с Захаром Халидиным. Да. Очень много песен у него Хороших написал, очень, да. хороших, да. И так получилось, что такой вот тандем творческий, Лейля Даулятова и Захар Халидинов такой замечательную мелодию написал, и получилась замечательная песня. Сеңлем туғаш нишік шатланғаным, бүгінгідей әлде есімде. Senin kebek bolsam edi deyip Dilegenim istemenim de Yigitlerinin sindeylerin ezelim Kızlar көзлім сиңа ышатып, болсын иде сүйген ярыма да, сиңа ышанғандай ышанып. Yigitlerinin sindeylerin ezelim Kızlar көзлім сиңа ышатып, болсын иде сүйген ярыма да, сиңа ышанғандай ышанып. Браво! Молодцы! После таких Хорошо. песен, как уж у нас еда не будет? После таких песен очень Да. хочется танцевать, но танцевать мы будем только после Да. того, как приготовим наше блюдо. Так. Итак, Ну все, у нас за почти уже картошку всё ответственный готово. Булат, за лук Руслан. Диля колдует над тестом. Процесс идет, Аллаха шакр, все хорошо. Так, тесто у меня почти готово. А вы пока давайте режьте курицу. Диля, расскажи мне все-таки, вот когда брат твой, он же один из вашего дуэта, самый первый начал выступать профессионально на сцене. Да. Не было ли такого, вот брат выступает, я тоже хочу, мама, отправь меня в артистки. Ну нет, у нас несколько было иначе. Интересно было. Когда, наоборот, когда Булат приехал в Казань, я уже тут была студенткой, третьего Крутой. курса, я уже тут знала многих артистов, а потом уже Булат приехал в Казань, ну, у него был взлет, конечно, яркий, Сразу. яркий сразу. Я за него, конечно, очень обрадовалась, потому что Булат всегда для меня был поддержкой вот всю жизнь. Булат, а ты верил, что вот твоя родная сестренка тоже станет известной популярной певицей? Как к этому пришло вообще? Как это случилось? Честно говоря, я и сам тоже не верил, что я сам стану популярным. Кто его знает, да? В тот момент, когда мы начинали петь с Булатом, мы даже там не думали о каких-то там о популярности, мы просто занимались своим любимым делом, у нас были какие-то там идеи творческие, которые мы хотели воплотить в жизнь. Я хотел спросить, как кусочки? Нормально, нет вот таких? Вот смотри, вот, Руслан, смотри, видишь, какие Вот, кусочки? вот, посмотри. Вот. Да. Хорошо, Красивые, давай. симпатичные кусочки. Как прям Булат в детстве. Но, Да, кстати, я в детстве был пухленький такой. ну, вот, в Красивый, смысле, да. ты сейчас и не слишком отличаешься, я тебе скажу, Булат. Так, готово тесто, Так, да, у да, нас, тесто у Диля? нас уже готово. Начинку не забудь посолить и поперчить. Так, давайте, чтобы весь процесс был виден, что вы делаете? Расскажите Да. мне сейчас. Так, ну вот сейчас Это что, Раскатываем. кидаться будем? раскатываем вот такие маленькие. Ага. Так, я буду раскатывать, а ты сюда вот будешь класть начинку. Окей, я рад. Вот. Мгм.
начинку. Как ты говоришь, бисмилляйтем, выкладываем. Да, Так, побольше мяса. Это будет первый для Булата. Так, Булат, давай ты мне пока крышки вот такие вот маленькие делай. Давай. Сделаем. А мне Без что проблем. А ты попробуй. Слепить, что ли? делать? Да. Ну, сначала покажи мне мастер-класс. Давай. Сейчас я вот начну. Так. Самое сложное это... Начинка. Нет. Не начинка как раз-таки у нас очень быстро получилось. Самое сложное это заплести красиво. Ну, ты знаешь, пока Потому ты... что пирог, он должен быть еще, решен должен быть не просто Я вкусный, знаю. он еще красивый должен Нет, быть. красивый, вкусный лишь получится тогда, когда родная сестренка пытается сделать красивый лишь, а родной старший брат помогает ей песней. Тырналарını uzatып қалдым, аққайыныға сүйеніп, тағын бір жай өтіп бара, тырналарға иеріп, тырналарым кетіп бара, киек қаз юлы білән, яшілігімні ұзатып барам, тырналар жары білән. Тырналар, китмәгіз бұрылығыз, жәйлерні алып китмәгіз, яшілікні қалдырығыз. Тырналар, китмәгіз бұрылығыз, жәйлерні алып китмәгіз, яшілікні қалдырығыз. Тырналар. Хорошо поет, а? Ну, а пока Ай, Булат рахмат. пел такую красивую песню, у меня получился мужской красивый Элеш Корагас. Вашему вниманию я старался. Ну что ж, я думаю, самое время взять противень. Смажем его подсолнечным маслом. Да. И будем выкладывать наши элиши. Так. Давай, я вот подержу. Так, Булат, помогай, пожалуйста. Такое ощущение, что он помогает только кушать. Тебе не кажется? Дина? Нет, я могу помочь покушать, поднять что-нибудь тяжеленькое, да. Ну вот такая красота получается. А сколько это будет в плите готовиться? Где-то 30-40 минут. Эту красоту даже жалко в духовку отправлять. Поаплодируйте, пожалуйста, ребята. Итак, красота. Рецепт. Элеш с курицей. Сначала приготовили начинку. Для этого куриную грудку и картофель нарезали на кубики. Лук мелко нашинковали. Добавили соль, перец и все тщательно перемешали. Далее приготовили пресное тесто. В глубокую миску выложили сметану, размягченное масло, соль и сахар. Затем добавили муку и замесили тесто. Приготовленное тесто разделили на кусочки весом 80-100 грамм и раскатали в лепешки. На середину выложили начинку, края подняли и присобрали, оставляя в середине отверстие диаметром 3-5 мм. Это отверстие закрыли тонкой раскатанной маленькой лепешкой и сделали в середине отверстие, которое закрыли небольшой пробкой из теста. Ну, пока мы ждем, я предлагаю перейти ко второму блюду. Да, десерту. Пока я буду заниматься десертом, вы займетесь бульоном и чаем. Хорошо. Так, бульон у нас готов. Мы его сейчас процедим, посолим, поперчим, Да. попробуем. А мне, пожалуйста, Так, Диля, отдаю тебе тесто, которое ты принесла. тесто я уже приготовила, потому что оно дрожжевое. Вот. И начинку для теста мне приготовила моя мама. Уже, Вообще, заранее, да, сразу. Заранее, да, сегодня мы готовили с утра. Вообще, пирог, вот балам бәлішер, этот пирог, у нас ассоциация всегда с детством, да, Булат? Да, бабушка. Бабушка, вообще у нас это как из поколения в поколение. Прабабушка очень хорошо готовила пирог, и бабушка. И получается, моей маме пирог этот научила готовить свекровь. Она шикарно готовила этот пирог. Причем у них был такой какой-то своеобразный рецепт. Вот многие делают начинку. Я вот эту начинку в детстве, да, я ее просто так ел, ложками. Ну, еще бы, Да. еще бы, Да. конечно, без Она теста-то. очень вкусная. Ну, тут мука солодовая, сахар, вода и калина.
Я займусь нашим пирогом. Булат, ты мне помогай. Да, Так, давай. давайте вот мы сейчас так. Держи. Горячий же. А что делать? Ты же артист. Так, подожди. Ах, О, о, о. ах. Диля, как дела у тебя с тестом? Отлично. Ну а мы с Булатом займемся переливанием бульона. Не так, Булат. Ну нет, так сейчас ты- Надо убрать лук сначала. надо поймать лук Поймать. сначала. Так, Диля, посмотри, пожалуйста, какой мы красивый бульон сделали. Замечательный. Все Замечательно, это красиво. бульон. Молодец, Булат. Ну, мне теперь надо масло. А Руслан не менее мало. И наш гениальный канат. Так, канат. Канаты. Кот Булат. Ну а пока она, кстати, продолжает готовить наш чудо-пирог, я предлагаю нам с тобой заварить чудо-чай. Что скажешь? О, чай. Это очень традиционный напиток. Как у тебя успехи? Отлично, все отлично. Все скоро будет уже готово. Потому что у нас практически готов чай. Ты знаешь, чтобы чай был поистине татарским, я предлагаю добавить немножко... Что это? Угадай О. по аромату. Это матрушка? Да, это душица. Душица? Да, душица обычно, кстати, добавляют руками. Очень ароматно, и я думаю, Красивый будет аромат. прям самый-самый чай к нашему блюду, который, я думаю, уже через 5 минут Диля и приготовит, в принципе. Итак, заливаем. Чай от Булата и Руслана готов. Просим к столу. Ну, практически. Мне подайте, пожалуйста, ложку. Тут чай не дает спокойно попить. Да, Большой? большую. Укладываем начинку. О, Ту начинку, которую чуть не съел Булат. в детстве. Все, что осталось сегодня здесь в нашей программе. Кстати, ребята, у вас не было такого желания вот записать вместе целый диск, вот диск, на котором только были ваши песни? Может, на следующий юбилей, через 5 лет? Есть желание, есть объединить. Ну, вот так, чтобы, например, 20 песен и все только дуэтные. То есть не без Только одной дуэтные, но Нет, 20 только еще у нас дуэтные это не будет набралось. неинтересно. Ну, я же говорю, через 5 лет к вашему юбилею. Да, через пару лет, может, даже через пару-тройку, может, наберется. Возможно. Возможно, да. Тогда мы обязательно это сделаем. Буду ждать подарок. Так, Диля, как у тебя дела с нашим великолепным пирогом? Отлично. Все. Финальный момент. Да. Закрытие концертного сезона. Скоро Новый год. Закрытие концертного пирога. А вот у вас вообще как с отпуском-то? Бывает отпуск вообще? Как вот вы его устраиваете себе? У вас же концерты, перелеты, банкеты. Ну, смотри, вот отпуск обычно устраиваем больше, наверное, это вот май. Такой бывает период до Сабантуев. То есть сезон начинается в сентябре, да? Ну, знаешь, Влад, Октябрь, у кого ноябрь. май, у кого? Нет, сентябрь. подожди. нет, вот. Диля, не хвастайся, что у Вот. тебя концертов больше. Мы сейчас не об этом. Вот у Булата в мае концертов не бывает. Да. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, это же мы все работаем. Ну, естественно. Как бы зима, осень. И уже под конец уже сезона, вот это уже конец апреля, май, там уже мы концертов не делаем. Потому что уже сады и огороды, туда-сюда. Все, тут уже шашлыки-машлыки начинаются. Да. И вот этот период, то есть он более, скажем так, свободный. А потом Сабантуй у нас. Ну да, Сабантуй Святое, это святое. Это святое и начало нового сезона. Да, Но- летнего. Смотри, какая красота получается у твоей сестренки. Ай, молодец, Диля. Твоими руками. Но в этом году мы все-таки нашли время съездить отдохнуть. Наконец-то. Первый раз в жизни. Мы постоянно отдельно ездили отдыхать. Диля со своей семьей, Да, допустим, кстати. ездит отдельно. Я со своей семьей едем отдельно. А в этом году мы решили все вместе поехать. И наконец-то это случилось. То есть вы в этом Свершилось. году съездили все вместе, Да, все отдохнули. вместе. Да, потому что они всегда отдыхали в мае, а мы всегда отдыхали в сентябре. Ну вам понравилось отдыхать вместе? Не надоели? Замечательно. Мы даже не видели друг друга. Итак, Булат, смотри, вот последние штрихи нашего пирога. Последний загиб. А зачем вот эти Это- дырочки? Это чтобы вот... Для вентиляции. Ну, чтобы вот не вздулся. Тесто же дрожжевое. Вот. И в Вот. печку. Такая красота. Давай передай Классно. своему брату. Я Давай, открою Браво. нашу чудо-печку. Давай, Булат, бисмилляй, ты подправляй наше второе блюдо. Да, вот так вот. Ай. Хо-хо-хо. Вот что значит настоящий артист татарской эстрады. Все готово. Теперь нам осталось Вуаля. только все это дождаться. И И все это испробовать. Съесть. и сил набраться, чтобы все это попробовать. Рецепт балам беляши. Пирог с калиной.
Заранее приготовили начинку. Калину тщательно промыли, перебрали, положили в кастрюлю, налили немного воды, добавили солодовую муку, сахар и поставили в духовку на 5-6 часов. Далее на смазанную растительным маслом сковороду выложили пласт из раскатанного дрожжевого теста, на котором равномерно распределили остывшую калину. Начинку накрыли вторым слоем теста, края защипали и поставили в духовку на 30-40 минут. Херматы Дуслар, уважаемые друзья, вот такой красивый, шикарный стол приготовили сегодня настоящий брат и сестра Булат и Диля Нигматуллины. За это вам большое спасибо. И я предлагаю наконец-то попробовать все, что мы здесь приготовили. Понеслось. Очень красиво, да? Согласитесь? Ага. Сейчас я разрежу Все аппетитно так. пирог. Так, я бульончик наливаю. Так, мужчинам поменьше. Так. Кстати, ты знаешь, Диля, что вот косточки калины, они в форме сердечка. Это единственная косточка в мире, Да. у фруктов и овощей даже, которая в форме сердечка, поэтому мы этот пирог спокойно можно назвать пирогом любви. Поэтому калина издревле считалась не только просто ягодой, да, а как символ семейного счастья и благополучия. Но я смотрю, вам не терпится попробовать. Очень Передайте, интересно. пожалуйста, мне маленький красивенький элеш. Я передам тот, который ты сам лепил. Да, отлично. Кстати, Булат, ты неправильно взял, вот это синее, это женское, точно. женское. Я забыл, Да-да. извини. Да, это для девушек Да, мисочка. мой желтый, Твое желтый. место, Да. пожалуйста. Вот эти вот мисочки такого цвета, это На место мужские. я сказала, да? Пожалуйста. Вот настоящая любовь брата и сестры. Ой, Бисмилляй. Рахман Рахим, я не могу уже бисмилляй. больше ждать. Я тоже уже хочу попробовать. Называется пальчики оближешь. Булат, а ты что скажешь? Я понял, я понял. Проглотил. Если мужчина кушает и молчит, значит ему очень Он нравится. проглотил язык вообще. Но вообще вот традиционное блюдо, элеш, бульон, это, мне кажется, всегда на любой компании, за любым столом, всем поднимет настроение и накормит досыта. Рахмет, молодцы. Шеф, А пока Булат продолжает кушать свой элеш, я предлагаю наконец-то перейти к чаю и попробовать наш пирог из калины балан пироган. Ашейбаз Мадуслан. Да. Вкусно. Знаете, что меня здесь удивляет? Вот как хрустят косточки, я в детстве спрашивал всегда у бабушки, а их вообще можно кушать? То есть и они говорили, что наоборот эти косточки, они очищают организм. Нужно. Поэтому, если вы готовите Я вот пирог лично из сразу- калины, не переживайте. Вспоминаю сразу детство. я вот попробовал, ну прямо как мамины. Да. Вот мама как делала. Видимо, вот у меня на самом деле передалось это от мамы. Так И же от бабушки. вкусно, как у мамы и у бабушки. Итак, Булат, Диля, еще раз поздравляю вас с тем, что вы великолепно готовите. Заявляю это на всю республику и Россию. Молодцы, вам 5 баллов из 20. Спасибо. Ну что ж, ну и мне кажется, наши телезрители ждут не только вот эти кулинарные изделия, но и вашу песню, с которой вы пришли. Песня в подарок. Это новая песня от этого великолепного дуэта. Итак, пока вы сосредотачиваетесь, хочу вам сказать большое спасибо. Бигзур Ахмед, біздің программаға келген үшін. С нами были Булат и Диля Нигматуллины. Замечательный брат и сестра. Замечательный татарский дуэт. Рахмет. Ну и песня эксклюзив. Bir-birini ihlas yaratkanda Yarlar kermi arağa Nasip bulsun idi her yürekke Mehabetten kaynar yanarga Barlı yaşasınlar aşık canlar Nazlı söz eytirsin halkında Ahir zıhralarını saksıyım İhlas telin telin her kemine Barlı yaşasınlar aşık canlar Nazlı söz eytirsin halkında Ahir zıhralarını saksıyım İhlas telin telin her kemine Tarixanı başları, bik temli hem fay